Здравствуйте. Вечерний эфир ТНВ продолжает программу «Вызов 112». В студии Аделина Зарифова. О самых резонансных происшествиях дня в ближайшие 10 минут. Совершил наезд на подростка и скрылся с места ДТП. Неустановленный водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку. Сутки спустя в госавтоинспекции рассказали, что водитель не только найден, но и наказан. Узнаем, чем сегодня обернулась для водителя вчерашняя авария. Новые кадры пожара на трассе М7 в Мамадышском районе. Увидим то, как пытались спасти дорогую иномарку. Распространители наркотиков задержали с крупной партией в Казани. Расскажем, кто входил в состав преступной группы. В ходе личного досмотра в кармане куртки подозреваемой стражи порядка обнаружили сверток с неизвестным содержимым. Все это и не только прямо сейчас. В Казани водитель наехал на 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого он скрылся с места ДТП. Такие сообщения появились накануне в новостных каналах столицы Татарстана. Сутки спустя в госавтоинспекции рассказали, что водитель не только найден, но и наказан. Однако эта история не так прямолинейна, как может показаться на первый взгляд. Так что же произошло на проспекте Победы? Подробности расскажет Олег Хайрулин. Все произошло на точно таком же пешеходном переходе, который не регулируется. Здесь водители обязаны уступать пешеходам, которые вступили на проезжую часть. 74-летний водитель «Лады Гранта» по какой-то причине не выполнил этого требования правил дорожного движения и задел своим автомобилем 16-летнюю девушку. Это видео снято уже после ДТП. Видно машину, стоящую на зебре, и пожилого мужчину, который о чем-то разговаривает со стоящим подростком. А после водитель совершает фатальную ошибку. Он садится в машину и уезжает. Позже он будет говорить инспекторам, что девушка заверяла его в том, что она не пострадала. Все нормально, и они могут не обращать внимания на инцидент. Правда это или нет, не имеет никакого юридического значения. Мужчина покинул место ДТП, а девушка обратилась в больницу. После этого неизвестный на тот момент автомобиль был объявлен в розыск. Сотрудниками госавтоинспекции в течение суток в ходе организационно-поисковых мероприятий был установлен автомобиль, а также его водитель. Им оказался мужчина 1951 года рождения, житель Казани, со стажем вождения более 30 лет. В соответствии с частью 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях, в отношении мужчины был составлен протокол о административном правонарушении. Мировым судьей судебного участка номер 5 по Приволжскому судебному району города Казани принято решение о лишении права управления на срок 12 месяцев. Такое быстрое и суровое наказание должно стать уроком для всех. Даже мелкое ДТП – это полноценная авария, поэтому покидать место столкновения нельзя. Госавтоинспекция Казани обращается к водителям автомобилей, мототранспорта, велосипедов и средств индивидуальной мобильности. Не покидайте место аварии, сообщайте о факте ДТП. После ЧП и водитель, и пешеход могут находиться в шоковом состоянии и не в полной мере отдавать отчет своим действиям. Желание побыстрее избежать проблем может обернуться большими неприятностями. Берегите себя и соблюдайте правила дорожного движения. Олег Хайрулин, Альбина Минаева, «Вызов 112». В Казани столкнулись мотороллер и легковой Рено. Оба транспортных средства двигались из центра по Кировской дамбе. По предварительным данным, авария случилась из-за неосторожного перестроения водителя иномарки. Женщина не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с двухколесным транспортным средством. У 36-летнего водителя мототранспорта ссадина на локте и колене. Медики осмотрели его на месте, госпитализация не потребовалась. Оба участника ДТП были трезвыми. Утром в Казани произошло ДТП, в результате которого двигатель легкового автомобиля вылетел на дорогу. Женщина за рулем «Опеля Корса» выезжала из города по Горьковскому шоссе. По предварительным данным, она не справилась с управлением, после чего ее машина врезалась в ограждение разделительной полосы. Лишь металлическая конструкция не позволила неуправляемому автомобилю вылететь на встречную полосу. Люди в аварии не пострадали. Появились новые кадры ЧП, произошедшего в Мамадышском районе. Там на трассе Казань-Уфа сгорела грузовая фура. Как рассказали в МЧС, в тот момент, когда вспыхнул огонь, большегруз был припаркован на обочине. Бывалые дальнобойщики пришли на помощь коллеге. До приезда пожарных они пытались потушить пламя, но огнетушители не помогли. Тогда люди предприняли попытку хотя бы спасти тягач, но этому помешал взрыв топливных баков. Открытое горение было ликвидировано
обнаружено лишь прибывшими пожарными расчетами. Люди в результате происшествия не пострадали. Мерседес нет, Мерседес. В Альметьевском районном суде огласили приговор подсудимому, который сначала украл телефон у спящей женщины, через полгода присвоил $200 и еще один смартфон, с банковского приложения которого перевел деньги на свой счет. Кроме того, мужчина занялся распространением наркотиков. На этом воровская удача закончилась. Преступник попал в руки полицейских. Прошу вас услышать меня, если это возможно. Это последнее слово подсудимого. По версии следствия, осенью 23 года он вытащил смартфон из нижнего белья спящей женщины. Тогда никаких последствий для злоумышленника не наступило. Возможно, поэтому через полгода он решился на новую кражу. На этот раз мужчине удалось поживиться 200 $100-долларовыми купюрами. А кроме того, он сумел перевести себе деньги, воспользовавшись банковским приложением на украденном телефоне. Воровство было не единственным незаконным заработком. Как было доказано в суде, они с подельницей распространяли наркотики. Я раскаиваюсь в том, что я сделала, я прекрасно понимаю последствия. Как сказано в материалах дела, у пары преступников была романтическая связь. Однако, кроме личных отношений, их связывали преступные обязанности, в которые входило хранение запрещенных веществ, организация тайников и закладок. Несмотря на признание вины в полном объеме и прозвучавшие слова раскаяния, подсудимого ждет длительное заключение в колонии строгого режима. Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом Г части 2 статьи 158, пунктом В части 2 статьи 158, пунктом Г части 3 статьи 158, части 3 статьи 30, пунктом А части 3 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание по пункту Г части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы сроком 7 лет. Дама сердца, а по совместительству и подельница приговорена к 5 годам колонии общего режима. Суд проявил к женщине гуманность и отсрочил реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. К сожалению, угроза серьезных сроков заключения не останавливает злоумышленников. Только на этой неделе в Альметьевском районном суде рассмотрели 3 уголовных дела о распространении наркотиков. Сирина Васильева, Елена Бауэр, Евгений Лызаев. Вызов 112. В Казани сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о том, что 3 местных жителей распространяют запрещенные вещества, оборудуя закладки. Полицейские выследили подозреваемых в тот момент, когда они обустраивали очередной тайник. Были задержаны 2 мужчин в возрасте 39 и 41 год, а также 30-летняя женщина. При личном досмотре подозреваемых в кармане куртки оперативники обнаружили сверток с неизвестным содержимым и изъяли его для экспертизы. Это оказался наркотик метадон общей массой более 10 грамм. Позднее во время обыска по месту проживания одного из фигурантов были изъяты 47 свертков с тем же наркотиком весом более 12 граммов. Возбуждено уголовное дело. Свою вину подозреваемые признали полностью. В настоящее время следственными органами отдела полиции Вишневский возбуждены уголовные дела. Подозреваемые заключены под стражу. Пассажиры поезда «Казань-Новый Уренгой» несколько часов ехали рядом с трупом. Накануне в плацкарте предварительно от инфаркта скончался 37-летний уроженец Кургана. До ближайшей станции было сотни километров, поэтому соседям по вагону пришлось провести рядом с телом несколько часов. Неисправность телевизора привела к пожару и гибели пожилой женщины несколько часов назад в авиастроительном районе Казани. Горение происходило в квартире на 3-м этаже на площади 2 квадратных метра. Пожарные вынесли из горящей квартиры 90-летнюю женщину и передали медикам скорой помощи. Врачи констатировали смерть женщины. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. В студии была Аделина Зарифова. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.